Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Наконец-то конкурс красоты на звание Мисс Сибай прошел и в нашем городе. Поучаствовать в этом увлекательнейшем конкурсе отважилось 33 участницы, самой младшей из которых 15 лет. А после отборочного тура 30 июня на сцене филармонии перед зрителями предстали 14 самых красивых девушек Сибая. Добрый вечер, дорогие мои болельщики, уважаемые жюри, зрители, а также дорогой наш Юрочка. Я участница под номер 1, меня зовут Юля. Я учусь в Сибайском политехническом колледже и закончила первый курс. Я увлекаюсь танцами. Ну, естественно, танцы — это не только мое хобби, это смысл моей жизни. Также я люблю животных, особенно я люблю собак. Всем привет от Сагадатовой Камилы. Я родилась в Сибае Рудном. 17 лет я здесь живу. Учусь в 10 школе, в 11 класс иду. С 17 лет я хожу в Дом пионеров, кружок уроки шитья. Это увлечение настолько поглотило меня, что я начала интересоваться всем, что происходит в мире моды. Мой идеал в модельном бизнесе – это известный итальянский кутюрье Нина Гиди, а из наших – Валентин Юдашкин. В будущем моя мечта – стать модельером. И, конечно же, воплощать свои модели именно здесь, в Сибае. Спасибо за внимание. Шейпинг – это движение, пластика, ритм, музыка, жизнь. В этом конкурсе оценивалось умение девушек овладеть своим телом, двигаться в такт музыки. Чтобы стать первой красавицей города, мало уметь хорошо двигаться и быть привлекательной внешне. Нужно еще и быть находчивой. В конкурсе профессии спецодежды оценивалось умение девушек преподнести выбранную ими профессию. Спонсором этого конкурса выступила фирма Polix. Девушкам все нравится, да, букет красивых роз, букет.
А дворникам все просто нравится, да, метла и чистый город всем. А поле всех как ни касается, да, и вот прекрасней стало всем. Пока претендентки на звание «Мисс» готовились к самому пикантному конкурсу, повеселить зрителей и показать закулисную жизнь красавиц, вышла команда «Стас». Что? Ваша мама зарабатывает по 10 тысяч долларов в месяц? Нет, но тоже мечтает. Я не понимаю, ну вот ты-то, вот ты, ну как ты попала на конкурс красоты? А что? Но все-таки здесь свои параметры 90, 60 и 90. И у меня 90, 60 и 90. Вернемся к конкурсу. После пережитого красавицами урагана им уже не страшно было выйти на суд зрителей строгого жюри в купальных костюмах и красивой походкой от бедра пройтись по сцене. И вот он, последний этап конкурса. Самый красивый и самый обворожительный. Девушки в вечерних платьях. Все этапы конкурса позади. Впереди самый торжественный и самый долгожданный момент. Зрителям предстоит выбрать мисс зрительских симпатий, а жюри, в состав которого вошли только мужчины, истинные ценители женской красоты, выбрать самую очаровательную и самую красивую девушку Сибая. Пока жюри совещается, на сцене Эра. Расскажи, только дай в души, оставь со мною лунный свет ночи, моих снов таит тревогу, только не ищи, ты ко мне дорогу, ты ко мне дорогу. Вот и наступил тот момент, ради которого все и собрались в зале Сибайской филармонии. Объявляются имена победительниц.
имени фирмы «Поликс» поздравить вас с завершением конкурса и с огромным удовольствием назвать имена победительниц конкурса профессии и спецодежды. Единогласным решением членов жюри третье место присвоено конкурсантке под номером 11 Федотовой Юле. После многочисленных споров члены жюри все-таки пришли к единому мнению и отдали предпочтение участнице под номером 4 Сагадатовой Камиле, которая показала нам в своем коротком выступлении профессию менеджера компании. У нас аплодисменты. И, наконец, первое место в этом конкурсе заняла Мухаммедгалина Венера. Под номером 5. Венера великолепно раскрыла образ дворника и показала свое умение в демонстрации одежды. Спасибо. Аплодисменты. Звание «Мисс Очарование» жюри единодушно присудило Эльмире Байбуловой. Ваши бурные аплодисменты. Эльмира, вы креативная девочка, поздравляю. Награждается Ганиева Гульнас, победитель городского конкурса в номинации «Мисс Зритель Симпатии 2000». Награждается победитель конкурса, городского конкурса «Мисс Сибай 2000» Ганина Юля. Юля, мы, конечно же, поздравляем тебя, от всей души поздравляем тебя с этой победой, Мисс Сибай. Как ты себя чувствуешь сейчас в роли Мисс Сибай? Ой, вообще, такое ощущение, как будто я целый мир прям, как целый мир передо мной. Я надеялась, что я была уверена в том, что я стану победительницей, но что-то в последние минуты я стала сомневаться почему-то, не знаю, почему за кулисами. Ой, я так рада, я даже не знаю, не могу передать свои ощущения. И как же теперь вот жизнь-то продолжается после конкурса куда, как в модели, в манекенщице, куда? Отучусь в техникуме на свою профессию, а потом посмотрим. А вот членами жюри были мужчины. Вот как ты к этому относишься? С чего бы это? Вот почему члены жюри мужчины? О, ну как это, выбирать все-таки девушку? Мне кажется, если бы там была женщина, она могла просто позавидовать красоте и могла занизить оценку. А мужчины настоящие ценители красоты. А вот что подвело вас к участию в конкурсе? Почему вы решили? Как-то я сначала думала, мне сначала сказала бабушка, самая первая мне сказала бабушка участвовать. Потом стали подходить учителя, и я так подумала, думала, почему бы и нет? Я сама сначала хотела, а потом думаю, почему бы и нет? И я сразу была уверена, что я стану победительницей. Я не знаю, как даже сказать это, но я, в принципе, я надеялась на победу, но хоть на это я очень рада. А какие планы на будущее в модели, в манекенщице не подадитесь? Нет, рост не позволяет. Я сейчас волнуюсь, мне очень много людей помогло. Но прежде всего я хочу поблагодарить свою дорогую, любимую мамочку. Она меня поддерживала и помогла в трудную минуту. Я ее очень люблю.
планы на будущее ваше? В манекенщицу, в модели, куда? Нет, на конкурс к вам, дикторов, на СТВ. Конечно, очень приятно чувствовать себя обладательницей таких титулов, как «Мисс Очарование», «Мисс Зрительских симпатий», «Мисс Сибай». Но согласитесь, что сам по себе титул немногого стоит, гораздо важнее другие качества. Время сотрет и эти, казалось бы, незабываемые минуты волнения, счастья и радости. Но внутренняя красота, жизнелюбие, интеллект, которые продемонстрировали нам девушки, останутся с ними.